Бисмилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. У нас сегодня, иншаллах, будет вагаз про закят. Как мы знаем, Аллах Та'аля из Корана Кариминда, в Коране и в хадисах, во многих местах приводится, да, ведь про закят. К примеру, в Коране приводится, во многих местах мы встречали вот такие слова. Также, к примеру, в одном из хадисов Аль-Бухари приводится то, что ислам, религия ислам состоит из 5 столпов. Первое – это иман, да ведь? Второе – это намаз, потом закят, потом ураза, потом хадж. Вот, как мы из этого можем вывести то, что после того, как упоминается намаз, во многих местах сразу упоминается закят. Это означает то, что после намаза следующим важным для нас, важной обязанностью является выплата закята, да ведь? Соответственно, возникает вопрос, что такое закят, кто его должен выплачивать и кому нужно выплачивать. Вообще, закят – это его значение как очищение, да ведь? Вот как мы очищаем себя посредством тахарата, гусля, также мы очищать должны свое имущество. Вот. И его основное значение – это очищение. Закят обязывается выплачивать мусульмане, которые, у которых есть сумма нисаба, то есть которые считаются богатыми в исламе. Кто считается богатым в исламе? Тот человек, у которого помимо основных нужд и долгов есть в запасе сбережения или деньги и так далее, которые равна 85 граммам золота, да ведь? На сегодняшний день 85 граммов золота – это примерно 290 тысяч рублей. То есть мусульманин, взрослый мусульманин, у которого помимо основных нужд, помимо долгов есть в запасе примерно 290 тысяч рублей, либо деньгами, либо товаром, да, если человек торговлей занимается, либо там, если человек скотоводством занимается, либо чем-то другим, считается по-другому. Вот. То есть, соответственно, этот человек начинает отсчитывать период. Какой период? Год, да ведь? То есть, вот как у человека появилась сумма нисаба, равная 85 граммам золота, то есть, получается, через год, как истечет год, он уже смотрит, вот эта сумма у меня уменьшалась или нет. Если она уменьшалась, тогда он заново начинает отсчитывать с той даты, в которой у него эта сумма опять появилась. А если она не уменьшалась, а увеличилась, допустим, у него было 300 тысяч рублей, да, в запасе, ну, стало, допустим, через год она 500, либо миллион, да, и так далее, то тогда, соответственно, через год он уже из той суммы, которая у него есть, одну 40-ую часть уже выделяет нуждающимся мусульманам. То есть Аллах Та'аля обязал нас выплачивать нуждающимся мусульманам, да, ведь? Вот. Теперь возникает вопрос. Вот если деньгами понятно, если у человека в запасе есть деньги, да, вот другой вопрос. А вот некоторые люди говорят, а если я коплю, то есть я же его буду потом использовать, это тоже, вдруг человек там 20 лет будет копить, 30 лет будет копить, да ведь всю жизнь будет копить, это же не будет считаться. Поэтому копишь, не копишь, все равно, если у тебя долгов нет, помимо долгов и помимо основных нужд, основные нужды это, допустим, те нужды, которые нам, допустим, вот покушать, поесть, пожить, да, где-нибудь целый месяц. Вот есть люди, которые от зарплаты до зарплаты живут, большинство из нас, да, и так далее. Вот. Это основные нужды. Вот помимо этого, если у человека уже накопилось, вот тогда через год этот человек уже должен выделить нуждающимся мусульманам. Не обязательно деньгами. То есть, если человек занимается скотоводством, да, допустим, у человека животным, допустим, занимается барашками, да, у него есть там 50 барашков. То есть, а закят выплачивается с барашков, когда барашков больше 39, да, ведь? То есть 40 барашков у человека есть, все, у него сумма нисаба есть. Ну, если барашками считать, то получается до 120 барашков, он от 40 до 120 барашков, если в течение года у него так и осталось, то через год
то есть получается, как будет год достигать, то он должен выплатить одного барашка, да ведь? А если человек занимается торговлей, то, соответственно, это уже по-другому считается, тоже можно в деньги перевести и посчитать. Также закят у нас есть, допустим, называется гушр в народе. Гушр, да, ведь вот у нас осенью мы собираем урожай, это называется гушр, но это тоже является одной из подкатегорий закята, и, соответственно, это тоже является выплатой ваджибом. Если у человека, допустим, есть огород, сад, то он должен, допустим, к примеру, человек взял, вырастил у себя в огороде 10 мешков картошки, да? Картошку мы сами не поливаем, большинство, да, ведь просто там убираем, там, сажаем там, и так далее. Соответственно, если она растет сама, то есть мы сами не поливаем, сами не орошаем землю и так далее, то тогда 1/10 часть, то есть один мешок из 10 мы должны нуждающемуся мусульманину отдать. То есть закят выплачивается только мусульманам, а гушр, так как это является одной из категорий закята, соответственно, тоже должна отдаваться только мусульманам. Не мусульманину можно отдать? То есть человек, который является не мусульманином, можно отдать гушр? Можно, конечно, отдать, но только тогда это не будет являться, как мы закят отдаем. Это как садака будет, да ведь? То есть для того, чтобы как закят шло, то, что мы отдаем, нужны определенные условия. То есть человек должен, у человека должна быть сумма нисаба, он должен быть мусульманином, свободным, да, половозрелым. Также у него, это помимо долгов и основных нужд еще должно быть. И он должен отдать это по истечению года. То есть есть другой хадис, да, в котором пророк ﷺ говорит, то, что закят не будет считаться из имущества заката, если он будет отдаваться, пока не истечет год, да, ведь? Вот, примерный смысл этого хадиса. То есть закят выплачивается по истечении года, да, ведь как чуть-чуть пораньше можно выплатить. То есть, допустим, не год, а 10 месяцев, 11 месяцев стало, человек может выплатить пораньше. Теперь возникает вопрос, а кому мы, то есть, можем отдать закят? Да, вот у человека есть сумма, которую он не выплатил, да, вот теперь он хочет выплатить закят. Кому можно отдать? Естественно, мусульманам, но если эти мусульмане среди наших родственников, да, как тогда быть? Можно ли, допустим, отдать отцу, матери, там, сыну, да, внуку и так далее? Либо, а кому не выплачивается закят? Вот такие вопросы возникают. Для того, чтобы это понять, нужно сначала, наверное, перечислить тех, кому мы не можем отдать закят, да ведь? Но прежде чем это перечислить, хотелось бы, конечно, привести 8 категорий людей, которых Аллах Та'аля приводит в Коране, да, которым в первую очередь выплачивают закят. То есть 8 категорий людей, этим людям выплачивается закят. Первое, там приводится аль-фукара, то есть бедные люди. То есть те люди, у которых суммы нисаба нету. Те люди, которые живут, вот, да, обычные люди, у которых, допустим, нету накоплений, они живут от зарплаты до зарплаты и так далее. Они обычные люди без богатств, они фукара, да, все-таки входят в категорию фукара, им может выплатить закят. Следующая категория – это мискины, мискиннар. Это те люди, у которых даже в основных нуждах появляется, есть трудности. То есть, допустим, у человека может покушать нечего, да? У человека может жить негде. Вот такие люди, алар мискиннар, им тоже выплачивается закят. Третья категория приводится, это люди, которые занимаются сбором закята, то есть у которых вазифа, обязанность сбора закята. Да? Во время пророка ﷺ тоже были такие люди, они собиратели закята назывались. Да? В наши дни тоже есть такие люди, то есть это организации, да, при духовном управлении мусульман, это фонд закят, допустим, да, ведь тоже занимается сбором закята. Следующие категории, это приводится, это люди, у которых есть долги. То есть мусульмане, мы знаем брата до одного, у кого есть долг, у кого есть долги, и он сам не в состоянии выплатить долг. Вот просто не получается. У него на основные нужды только накопить получается. Он, допустим, зарабатывает, сразу уходит, зарабатывает, уходит, а долг вернуть никак не получается. Такому мусульманину, который не может выплатить долг, мы тоже можем помочь в выплате закята и помочь ему таким образом хотя бы часть
долго отдать, да, ведь. Следующая категория – это путешественники, мусафиры, да, которые остались с дороги без денег. То есть мусафир, да, разные ситуации же бывают в жизни у человека. То есть человек вышел в путь, мусафир, и в пути мусульманин, да, и остался в пути без денег. Такому человеку тоже можно помочь. То есть Аллах Та'аля это приводит в Коране, мусафиры, вот, и им тоже можно отдать свой закат. Следующая категория – это приводятся люди, которые на пути Всевышнего Аллаха. То есть, допустим, вот в мечетях работают, преподают людей, либо знания распространяют. Вот такие люди, Аллах Та'аля юлындағы болушы кішілер, им тоже можно выплатить закат, получается, да, ведь? У нас время азана, после азана продолжим.